Раз в пару месяцев наши хозяюшки проводят настоящую медитацию для себя. Они украшают чак-чак. Сделано это для того, чтобы показать гостям, каким он был на свадьбах. А как вы помните, в нашем музее нет ничего искусственного и под стеклом. Чак-чак настоящий даже для показа гостям. Мы берем обычную пастилу, выпрашиваем у хозяюшки лейсан, чтобы он нам приготовил лучшие кусочки. Делаем миндаль в сахарно-медовом сиропе и обязательно используем монпансье – разноцветные конфетки разных вкусов. Но с чего же мы взяли, что чак-чак обязательно чем-то нужно украшать? Известный ученый, просветитель, писатель XIX века Каюм Насари посвятил всю свою жизнь описанию традиционной жизни татар. При этом он рассказывал как про городских, так и про деревенских татар, описывал их быт, еду, одежду и традиции. В нашем музее мы во многом опираемся на его труды, время от времени дополняя их исследованиями других ученых и нашим личным опытом. Именно Каюм Насари описал невероятно важный для каждого татарина и татарки праздник – их свадьбу, или, как тогда называли ее, никах. Детали этого праздника и не счесть. Ученый описал все подробно, пошагово. Однако наша любимая часть – это чак-чак. Как писал Каюм и даже его коллега Карл Фукс, чак-чак – неотъемлемая часть праздника. Писалось, что чак-чак кладут на большой поднос, а сверху густо смазывают пастилой и посыпают мелкими конфетами, те самые монпансье. А бывало такое, что из пастилы даже вырезали имена молодоженов или различные узоры на удачу. Вот такой чак-чак, правда раз в 10 больше, и подавали раньше на свадьбах. Такая вот у нас красота в музее.